Yoruldu. Bismillah başlayalım. Bismillah, меня зовут Орысша сөйлей Райхан. Я приехала из станции Чур, Казахстан. В 2016 году у меня был букет болезней: холецистит, панкреатит, пилонефрит и артериальное давление повышенное. Я понаслышке, по соседству же мы живем с Кыргызстаном. Я приехала, полечилась у него 10 дней, почувствовала себя очень хорошо, молодой, уехала. Теперь у меня началась болезнь тромбофлебит, также давление, шум в ушах, в голове. Я не знаю, куда идти, к какому врачу идти. И я опять направилась сюда. Приезжаю, а его нет. Я очень прошу, чтобы он восстановился на свою работу. Прошу. А вы обратились к врачам там у себя? Ну, обращаться к врачам обращалась, стояла на учете, но надо было обращаться и к урологу, и невропатологу, и на все концы надо было обращаться. Поэтому я понаслышке услышала и приехала сразу в 2016 году сюда. И я говорю, я вылечилась в один миг. За 10 дней я уцелела, помолодела и почувствовала себя очень здоровой. Теперь у меня болезнь тромбофлебит, я говорю, у меня сгустка крови, а может быть тромб оторваться. Я это понимаю. Я знаю, что это врачи ничего не сделают. Сюда когда приехали? Сюда приехала я уже как 3 дня здесь обитаю, а его нет. Оказывается, его заключили в заточение. Не знаю по какой причине. Я просто удивляюсь, я просто поражаюсь вашему государству и прошу помощи высвободить его, освободить, дать помощь всем больным, которые ждут его с нетерпением. Я еще думаю, что он есть врачи, категория врачей от Бога, есть врачи с Богом, и есть врачи, не дай Бог. Он к первым 2 категориям относится и от Бога, и с Богом. Поэтому, почему я не обращаюсь к официальным врачам, есть медицина традиционная и нетрадиционная. Причина в том, что он является доктором нетрадиционной медицины. Я почувствовала разницу между 2 медицинами, потому что я потеряла брата 25 лет от ишемической болезни после операции. Сестру 60 лет, у нее была задержка, непроходимость кишечника. Она умерла. Я потеряла отца своих детей от сахарного диабета. У него была флегмона, потом гангрена, потом ампутация конечностей. И он в конце концов умер. Потом потеряла еще одного близкого человека от рака желудка. И сделали ему операцию. Вначале говорили, мы сможем его спасти, у него 3-я стадия. А когда вскрыли, потом говорят, у него 4-я стадия, мы убрали селезенку, поджелудочную железу, желудок, полностью сделали пластическую операцию с размером стаканчика. Поэтому я уже не стала доверять традиционным врачам. Поэтому я прошу вас высвободить доктор Ашим. Пусть он нам нужен с горячим сердцем, с чистой головой, большими мозгами, который поможет от души всем больным. Вы не связывались, да? По телефону не связывались, приехали? Нет, я приехала по старой привычке из станции Чу, а теперь не могу уехать. Я буду сидеть, готова с кем вы приехали? Участвовать в голодовке за освобождение
Ни с кем не приехала, я сама самостоятельный человек. Пожалуйста, помогите. Спасибо за внимание.